Да, берете левую руку, да, представляете, что у вас в левой руке апельсин. Чувствуете его вес и температуру. Берете правую руку, представляете, что в правой руке апельсин. Также чувствуете вес и температуру. Вот. Затем ваша задача добиться одинаковых ощущений в обеих руках. И в правой, и в левой. Чтобы они были одновременно в обеих руках. И потом добиться того, чтобы вы эти ощущения чувствовали одновременно, а не перескакивали с одной руки на другую. А одновременно. Вот когда вы будете в этом одновременном чувствовании, попытайтесь подумать о чем-то. Это будет сложно сделать. Не, ну если тебя распирает эмоции, какие апельсины? А вот надо тренироваться. Вот в чем и- Если распирают очень сильные эмоции, вот мы тоже об этом говорили, но это уже такой, практически как посттравматический шок. Да, бывают люди, что они там после ДТП вышли из разбитой машины, они не знают, что делать, взять, обнять себя и покачаться. И после этого там, буквально через 2 минуты человек в более-менее спокойное состояние приходит. Вот. А если действительно просто опять же вас кто-то выводит систематически, да, то это уже вопрос тренировки. Нужно тренировать вот это вот состояние спокойствия, потому что, возможно, то, что вас выводит, не требует какого-то такого сильного возбуждения. Потому что сильное возбуждение от человека требует только ситуация, которая угрожает жизни и здоровью. Когда вы едете на машине, перед вами там что-то столкнулось, вам тут же идет резкий выплеск адреналина, чтобы вы успели сделать маневр. Вот это нужно. Когда вы испытываете такой выплеск адреналина абсолютно по какому-то пустяковой ситуации, что вы там идете, не знаю, нету книжек вашего любимого автора, у вас выплеск адреналина, вот все. Это ненормально. С этим уже нужно отдельно работать. Вот какой важный момент.